Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня нахожусь в командировке в Москве. У нас сегодня, с одной стороны, праздник. Воркута отмечает 78 лет, но при этом, к сожалению, вы все знаете, вчера случилась страшная трагедия в Кузбассе. Произошел взрыв на шахте и погибло очень большое количество людей. Поэтому, конечно же, поскольку Воркута у нас тоже город шахтеров, конечно, сегодня, радуясь празднику, скорбим по всем погибшим в Кузбассе. И, конечно, желаем всем шахтерам, выполняя их тяжелый, сложный, героический труд, конечно же, всегда уходить в забой и возвращаться живыми и здоровыми. По нашему славному городу Воркуте в 30-м году геолог Георгий Александрович Чернов открыл воркутинское угольное месторождение. И, по сути, в 1932 году была заложена первая экспериментальная шахта на месте, уже где впоследствии развернулся поселок Рудник. И все это дало старт для развития для промышленной угледобычи. Первое промышленное освоение месторождения Печорского угольного бассейна в целом началось именно вот с этих работ в поселке Рудник. В разгар Великой Отечественной войны 26 ноября 1943 года поселок Воркута указом Президиума Верховного Совета РСФСР преобразован в город Воркута Коми АССР. В середине 50-х годов завершалась гулаговская история страны, и что стало бурным толчком к развитию нашего заполярного города. Началось формирование новых поселков, в составе города развернулось очень массовое строительство жилья, объектов соцкультбыта. В 1970 году город был награжден орденом Трудового Красного Знамени за успехи, достигнутые трудящимися в выполнении пятилетнего плана по увеличению добычи каменного угля. Ну а теперь город находится еще и как опорная зона Арктики Российской Федерации. Поэтому от всей души, да. Ну и, конечно, в этом году город получил признание и получил статус города трудовой доблести. Поздравляю всех воркутинцев. Очень много людей, которые сегодня не живут в Воркуте, но у них осталось в душе то время, когда они жили в этом замечательном городе. И сегодня, конечно, все, и живущие в городе, и те, кто уже уехал за пределы Воркуты, все равно радуются и поздравляют город с днем рождения. Ну, а всем воркутинцам, конечно же, я желаю уверенности в завтрашнем дне. Знайте, что Воркута будет развиваться. Мы сейчас, я и правительство республики, готовим план социально-экономического развития республики, где Воркута Инта, сегодня речь о Воркуте, занимает очень важное место. Мы планируем там большую программу по диверсификации. Нам нужно в ближайшие годы открыть тысячи рабочих мест, новое производство, для того, чтобы у вас, уважаемые жители Воркуты, была уверенность в завтрашнем дне. И мы всячески этому будем способствовать. С праздником, уважаемые воркутинцы. И 30 ноября я проведу прямую линию
С вами, уважаемые жители республики. Прямой эфир начнется в полдень. Вещать его будет телеканал «Юрган» и «Известия Сыктывкара». Трансляцию также можно смотреть в соцсетях, в ВКонтакте, другие. В группе телеканала «Юрган» и группа «Республика Коми». Также мы сможем писать ваши вопросы во время эфира, в комментариях. Ну, я, в общем, достаточно много езжу по республике, очень часто встречаюсь с вами, уважаемые жители республики, веду собственные аккаунты и в Инстаграме, и в Телеграме, но, тем не менее, прямой эфир, прямая линия – это тоже очень хороший способ получения обратной связи. И, конечно, не воспользоваться такой возможностью было бы неверно. Ну и поэтому вот я считаю, что такой формат точно совершенно будет полезен и для меня. В первую очередь, я думаю, что очень много будет задано вопросов, ну и постараюсь максимально подробно на все вопросы дать ответ. Так что до встречи в рамках предстоящей прямой линии. И в завершение эпидобстановка. За сутки мы чуть-чуть опустились. На 3 случая у нас меньше, чем вчера, 332 случая. Из 332 заболевших за сутки 37 человек были привиты. При этом 33 человека, у них протекает легко заболевание, в амбулаторном режиме люди лечатся, 4 госпитализированы. При этом вот я сейчас поручил Минздраву давать все-таки еще и информацию по привитым. Вот я вам говорю каждый день, что среди заболевших столько-то привитых. Но сегодня, когда попросил выборочно вот по привитым, по 37 человекам, оказалось, что половина из них уже должны были ревакцинироваться. То есть, по сути, срок 6-месячный прошел, и люди, по сути, уже остаются без защиты, без достаточного титра антител. Поэтому я поручил сейчас Министерству здравоохранения смотреть все-таки, сколько у нас у людей уже, у них прошло 6 месяцев, и нужно ревакцинироваться. И вас призываю тоже следить за своим планом вакцинации и ревакцинации, потому что, к сожалению, когда пропускают период 6-месячный, то и начинают, и появляется новое заболевание, то люди говорят: ну как же так, я же был привит. Когда начинаешь спрашивать, а когда вы были привиты, оказывается, 8 месяцев назад, 9 месяцев назад. Конечно, вот в эти как раз 2-3 месяца и нужна была ревакцинация, поскольку титры антител упали, ну, естественно, произошло повторное заражение. По умершим у нас за сутки умерло 10 человек, среди них не было ни одного привитого. Ну, еще один повод задуматься и все-таки, конечно же, вакцинироваться. По коечному фонду, как я и говорил, мы постепенно снижаем объем коечного фонда. У нас развернуто 2460 коек, занято 1615. Вчера было 1642, то есть мы так каждый день потихоньку снижаем. Это очень хорошо. И по вакцинированным. На сегодняшний день полностью завершили вакцинацию 320 550 человек. Спасибо огромное всем тем, кто вакцинировался. Еще раз повторяю, что тем самым мы создаем коллективный иммунитет, и это очень важно. При этом у нас большое количество вакцины, более 134 тысяч доз. Ну и в том числе вот у нас за последние сутки еще поступила вакцина Ковивак. Поэтому, пожалуйста, приходите, записывайтесь на вакцинацию, вакцинируйтесь, потому что действительно вот я каждый день показываю в цифрах, что все-таки люди вакцинированные, они в большей безопасности, в значительно большей безопасности, чем те, кто еще думает о вакцинации. На этом у меня сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга, соблюдайте обязательно меры профилактики, особенно в общественных местах. До следующей встречи.